1 ноября в Уфимском мюзик-холл 27 состоится презентация первого альбома музыканта по имени Рена РНТ. Сегодня артист у нас в гостях. Какие общественно-политические, культурно-эстетические аспекты жизни современного общества затронуты в ваших песнях? Ренат, хочешь нам задать вопрос? Но перед этим доброе утро, привет. И тут изумленное лицо Рената. Доброе утро. Что? Нормальные песни у меня, как бы своим видом Народные. показывает Ренат. Народные. Ренат, доброе утро. Здрасте. Мы плавно подошли к тому, что наконец-то будет презентован альбом. Хотя песен уже где-то 189, наверное, написано артистом по имени. Сколько песен уже написано и выпущено в продакшн? Ну, штук 25, может, есть уже. 25 уже. Да. Ну, это со всеми там этими. А в альбом сколько войдет песен из этих? 9. Но альбом уже вышел. Альбом уже вышел. Да. Так говори, как будто мы не знаем. 9? Да, Слушайте, альбом-то Это будет... немало, хочется сказать. Альбина, каждая песня по 15 минут. Итого сколько времени там получается? Тогда хорошо. Да, у нас есть билеты на презентацию альбома от Рената «Рена РНТ», 1 ноября, 19:00. Я, знаете, что предлагаю? Ну, вот просто задавать вопрос, ну, как-то неправильно, тем более, что у нас музыкант, который выступает в том числе и в стиле рэп. Может быть, мы придумаем каждый по слову, и из этих 3 слов нужно будет накидать двустишье или трехстишье, а то и четырехстишье. Какое слово придумаешь ты, Альбин? Надеюсь, наши телезрители поняли, о чем ты говоришь. Скажи Ну, слово. пусть будет слово «телефон». Сложно. Это было твое Ну, слово. какой телефон? Ну, какой телефон? Ладно, телефон. Ренат, какое у тебя слово будет? Эфир. Эфир Юлиакшин. Это мое слово. Телефон, эфир, Юлиакшин. Накидайте двустишье или трехстишье с этими 3 словами и Звоните. и 2 500 4 500. Напоминаем вам наш номер телефона. Так, телефон, эфир, Юлиакшин. Все. Слушай, а, кстати, вот Радик Юлиакшин собирает 2 спортивные арены. Я знаю, что там аншлаги будут, скорее всего, да, ты сам рассказывал. А когда Рена РНТ замахнется на подобные площадки, такие большие, под 8 тысяч? Я не знаю пока. Время покажет. Скромно ты сказал, да. Не, ну, разумеется. Надо сказать, время планах покажет, я готовлюсь. Ну, я как готовлюсь, морально, да. так и творчески. Что касается вот этого альбома, что он себя представляет? С детства мечтает название альбома. Да. С детства мечтаю. О чем мечтает с детства Рена РНТ? Ну, это название просто как концепция, там, в основном про детство, про мечты. Так. Исходя из названия «С детства мечтаю», понятно, что это про детство и Ну, про в смысле, мечты. там нету такого, что именно вот о чем я мечтаю с детства. То есть там не конкретно про меня все. То есть машины на пульт управления нет. Нет, О чем это еще нет, мечтают нет, дети? не то. Ну, послушай, у тебя нормальное детство. Ты не рос в бандитских районах. Ты учился в хорошей школе, 20-й гимназии, так же, как и вот наша коллега Игуль Резябова, который делал потрясающие сюжеты о плодовых деревьях и так далее. А какие проблемы ты решил поднять в своих песнях? Или там вообще без проблем, там такие, знаешь, леськи-масеськи, как мы это называем? Не знаю, это надо послушать просто. Ты знаешь, я поняла ответ. Там просто Я поняла. Разного рода песни. И Ренат сейчас с детства мечтал выпустить альбом, поэтому так его и назвал, мне кажется. Ну, возможно, А название на русском, я так понимаю? Да. Песни в альбоме на каком языке? на русском. То Только есть на русском языке. Только на А русском, как да. же башкирские песни? А как же твои Ну, фанаты, которые любят слушать в башкирском, на Ну, у башкирском нас языке? тоже недавно 2 премьеры было на башкирском языке. Но почему конкретно в альбом этот не зашли эти песни? Или у тебя будет еще один альбом, который будет включать только песни на башкирском языке? Возможно, будет, но пока не точно. Но пока не точно. А есть у нас телефонный звонок? Ну, давайте принимать. Доброе утро, алло. Доброе утро. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Татьяна. Отлично, Татьяна. Татьяна. Слушаем Так. ваше творческое буря. Мы Звоню по телефону на прямой эфир. Пусть Радика Юлиакшина услышит целый мир. О, Классно. кстати, вот тебе и куплет, Ренат. Да. Так, это первый вопрос от Татьяны. Молодец, Татьяна. Очень классно придумала, мне кажется. Нашла время утром позвонить ей. Да, ну это же не сложно, мы же как бы разгоняем мозг наших телезрителей. Абсолютно просто, видишь, легко. Так, Юлиакшин. ждем следующий звонок. 2 500 4 500. 3 слова мы загадали. Телефон, эфир, Телефон, Юлиакшин. эфир, Юлиакшин. Так, ну а теперь мы поговорим о том, какие песни попадают в альбом. Ты говоришь, что у тебя уже 25 таких интересных работ. По какому принципу вот эти 9 песен именно оказались в этом Ну, сочетании? они все новые были. Только по только этому новые? принципу. Да, ну в смысле они были написаны в один период, в одно время и писали все под альбом. Под альбом. Да. Но ты считаешь, что там самые удачные песни, которые были, или есть и более
старые песни, но при этом они посильнее. Как сам Нет, считаешь? эти намного сильнее, чем то, что было. Это кто? Это твои люди говорят? Твое Нет, окружение? ну просто Твои пацаны? ты просто чувствуешь, что у тебя там музыка получше уже получается, текста получше получается, там, не знаю. Ну, И- через 5 лет, ну, может быть, Вот. через еще, может, через большее количество вот лет там ты было- будешь критично относиться и к этим У нас песням, было наверное. 15 вариантов песен, из Ага. них вот 9 дошли до конца. До конца. Ну, в смысле, вот До начинаешь- альбома? Да, до альбома, то есть именно до той стадии, когда песня уже самая готова. Вот. Ага, есть у нас телефонный звоночек. Фаниса дозвонилась. Фаниса? Да. Фаниса, здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда звоните нам? Из Аскина. Аскина? Я обожаю Аскина, Фаниса. У вас там снег уже, наверное, лежит. Холодно, нет? Из Аскина звоню. А, из Аскина? Спасибо. Слушаем вас, слушаем, Фаниса. Ага. Yo'ljakshinning telefoni bizga shaltiray. Yo'ljakshin efirga chiqsa, yoshlar ko'p tinmay. Молодец. Да вы хорошо сложили, там рифм это прослеживается. А можно чуть громче нам звоночки ее? Слушайте, ну, Ренат, ну как? А Дима все понял, да? Я все... А что ты думаешь? Основные слова-то ты... Я 8 лет АБСТ работаю, конечно, все понял. Так о чем там сейчас было? Ладно, Фаниса Аскина. Фаниса, интересно, вы приедете из Аскина? Это же достаточно далеко. Фаниса. Фаниса приедет. Концерт уже завтра. Концерт уже завтра. Еще, Кстати, да. кстати, да, слушай. Говорят, что артисты, когда готовят презентацию того или иного музыкального продукта, в данном случае это альбом, они не спят ночами. Они там что-то записывают, они доводят до ума. Я знаю, что у тебя большая бригада ребят, которые тебе помогают, там что-то Да. придумывают. Вы спите, как вы готовитесь к альбому? Ну вот я буквально с репетиции приехал. Сейчас с То есть репетицией. всю ночь репетируем? Да, я 2 часа поспал на студии и со студии сразу сюда. А что у тебя семья есть? Тебе ребенок уже есть. Они пока у родителей. Я сказал, вот мы сейчас неделю видеться не будем, так что до свидания. Какая суровая жизнь у артистов, оказывается. Это нормальная жизнь. Не, Нормально. я заезжаю там на час, на полчаса, вижусь каждый день. Слушай, я сейчас хочу включить Юру Дудя, это известный интервьюер. Ты сколько зарабатываешь? Нет. Ну, хватает на жизнь, чтобы... Да, пока да. Пока да. Да. И на жизнь, и на студию, видимо, и на всю творческую бригаду. Я бы еще хотел попросить тебя рассказать о тех людях, которые работают с тобой. Кто эти? Вот я знаю, что у нас есть ведущий, ты слышал, да, ведут программу «Салям Фейдан». Да, есть такой Как раз, парень. конечно, он себя называет. Но у нас Как ты собирал людей, которые тебе помогают? И что они там? Вот он не Это- музыкант же абсолютно, но он классный парень. И ты его поэтому взял или что-то другое? У нас, короче, студия на двоих. То есть 2 кабинета, получается. В одном сидит Батыр Галимов, в другой я сижу. Батыр. Да, вот. Клипмейкер. Да, то есть изначально мы, когда не были знакомы, у него своя туса была, у меня своя туса была. И мы вот сейчас в одном месте, и наши 2 тусы вот так где-то года 3-4 назад соединились, и И что, это сейчас одна большая туса? это одна большая туса. Да. Ну вот ты говоришь, типа, хватает средств на эту команду. Там как бы ни у кого зарплаты нет, это просто вот мы собираемся, это наше место, то есть где мы угораем, там играем, не знаю, пишем музыку. Занимаемся творчеством, надо говорить. Ну, то есть, Занимаемся, да. в какой-то степени вы сейчас, у вас есть такой аналог лейбла Black Star уже в Республике Башкортостан, Ну, да? кто-то так над нами угорает, да, типа у вас Я не там свой угораю. цех. Может, подведем Вот. итоги? У нас вот было 2 звонка. Говорят, что других желающих принять участие в нашем батле нету. Ну, сложно. Так, Татьяна и Фаниса. Да. И там прикольно. Ренат, ну давай выбирай. Можно по одному билету дать. Ну, хорошо, пожалуйста, можно по одному билету дать. Вот Нет, ну это как предложение. Ну, хорошая идея. Хорошая идея, да. И Татьяне, и Фанисе. Мы, Татьяна из Уфы, Фаниса из Аскина. В общем, билеты ваши, вы молодцы. Звоните. Завтра уже в 19:00 концерт Рены РНТ. Мы там будем, если, конечно, билет нам достанется на халяву.